Гамбажап Цыбиков, буддист-паломник у святынь Тибета. Глава книги 3. Дневник паломника от Гумбума до Лхасы. Часть 12. 3 июля, а равно 4 числа, были дневки вследствие выпавшего снега. Во второй день мне не здоровилось, меня лихорадило, и когда измерил температуру тела, то оказалось 38,5. Пришлось принять порядочную дозу хинина. После того заснул, закутавшись потеплее. 5 июля я встал совершенно здоровым. Прошли около 20 верст, перевалили через Дун-Буре и остановились в одной из южных падей. 6 июля. Прошли вниз по той же пади около 5 верст, перевалили через небольшой хребетик между двух скал, прошли твердую песчаную площадь, усеянную диким луком мангир, и, перевалив еще через невысокий холм, вступили на довольно широкую равнину с 2 извилистыми речками. Миновав эти речки, ночевали после 40-верстного перехода на равнине с хорошей травой и обильной водой в маленьких лужах-озерках, образовавшихся от дождей. 7 июля. Мнения относительно направления дальнейшего пути разделились, и в караване произошло разногласие. Одни, в том числе и предводитель, предпочитали ехать по восточную сторону горного возвышения Бухомагне, лоб Дикого Яка, а другие – по западную его сторону. Первые оправдывали свое предложение тем, что дорога по данному направлению короче, а вторые говорили, что хотя предлагаемый ими путь длиннее, но зато реки по нему имеют много рукавов, а потому не так глубоки, что чрезвычайно важно ввиду дождливого времени года. Произошло нечто вроде безмолвной баллотировки, состоявшей в том, что каждый отправился по желанному пути. Мы, в частности, присоединились к первым, но другая партия взяла перевес, и первые присоединились ко вторым, и соединенным лагерем остановились ночлегом, пройдя только 13 верст. 8 июля. Переправились через Напшета-Улан-Мурын, которая текла в этих местах в 3 рукавах. Течение быстрое и дно илистое. Вода доходила до середины животов лошадей около 5/4. Особых несчастий при переправе не было, хотя некоторые лошади и лошаки падали в воду, но благополучно были вытаскиваемы. Затем, перевалив через невысокий хребетик, остановились по северную сторону реки Бухомагне у источников речки, текущей на юг. Лед, накопившийся здесь за зиму, еще не оттаял и имел вид небольших озерков. Обильные почвенной водой места тибетского плоскогорья бывают обросшими травой бухочигирик, в разговоре бухочирик сила яка. Трава эта имеет твердый стебель и небольшую головку и растет густо. Будучи твердой, она плохо поддается зубам старых животных, которые скоро худеют и делаются негодными для пути. Поэтому едущим в Тибет должно рекомендовать брать с собой только молодых животных, так как во многих местах кормом для них будет служить исключительно эта трава. Пройдено в этот день около 30 верст. 9 июля подошли к реке Мурсенгол, немного выше соединения 2 главных верховьев этой реки. Первая река была неглубока и доходила лишь до животов лошадей, зато переправа через вторую стоила немалых хлопот, как по поиску брода, так и по самой переправе. Испробовав на расстоянии 1 версты много бродов,
мы, наконец, выбрали один из них в том месте, где река течет во многих руслах. Брод можно было назвать удачным, так как серьезных несчастий не было. Лошади шли вплавь с вьюками, подмочка почти всего багажа, и шедший в это время снег заставили нас остановиться тут же на правом берегу, хотя трава была скудна, а топлива еще меньше. Сделали за день почти 35 верст. 10 июля. Вследствие вчерашнего трудного пути и подмоченных, но еще не высушенных вещей, мы должны были сделать переход лишь до первой хорошей травы. Она нашлась в верстах в 5 от места ночлега после того, как мы перевалили через невысокий холм. Здесь остановились и провели остальную часть, к счастью, ясного дня. 11 июля. Путь наш лежал к месту соединения двух дорог, ведущих из Цейдама через перевалы Бурхумбуде и Наэджи на речке, текущей с хребта Дангла. Собственного названия этой речки мне не удалось узнать, но по ней находятся известные богомольцам 3 хапсаре – горы, и Хиндунда и Адак, то есть верхние, средние и нижние, которые представляют собой выступы левобереговых холмов этой речки. После 30-верстного перехода остановились на месте соединения вышеупомянутых дорог. 12 июля шли по той же речке и после 25-верстного перехода ночевали в Дундахапсаре. 13 июля. Идем далее и ночуем у Ихингапсаре. Переход 25 верст. 14 июля. После 20-верстного перехода остановились на поляне с обильным бухочериком, которая богомольцам зовется Хуитынчерик. 15 июля. Подходили к перевалу Дангла, и здесь, у северной его подошвы, нам впервые от Найджи попались жители. Это были еграи, принадлежавшие к племенам галоков. Их было около 80 банаков. Мужчины с женщинами и детьми выбегали на дорогу и с любопытством осматривали проходивший караван. Самый перевал очень каменист и по отношению к окрестностям невысок, хотя абсолютная высота его, как известно, определена Пржевальским в 16 700 футов. Такая высота, конечно, служит причиной сильного разрежения воздуха и потому и сильного действия последнего на расположенных болеть от этого. Поэтому богомольцы подступают к этому перевалу с большим беспокойством и всячески стараются умилостивить духа этого места. Из почтения к нему не произносят настоящего названия перевала и зовут его не иначе, как Убаши Хайрхан, то есть милостивый Убаши. А Убаши значит мирянин с духовным обетом. Здесь и абон, состоящий из кучи камней и разных других приношений, как то яковых рогов, костей, тряпок, ходаков и тому прочее, гораздо больших размеров, чем на других перевалах. Богомольцы, проходя мимо него, непременно сжигают курение и тому прочее. Прошли около 25 верст и остановились недалеко от перевала. Сегодня к нашим баранам пристала овца, блуждавшая по горам, очевидно, потерянная прежними богомольцами. Когда пришли к месту ночлега, на овцу предъявил свои права один монгольский лама, как увидевший ее первым и хотел зарезать. Но нашелся один благочестивый человек из амдосцев, который купил ее за 1 лан серебра и, привязав на ее шею цитар, охранение жизни, состоящий из разноцветных лент, прогнал снова на гору. 16 июля прошли по пади
помянутого перевала около 25 верст. На сегодняшнем пути найдены один истощенный верблюд и собачка-дворняжка, брошенные на произвол судьбы. Целый день шел дождь, под вечер обратившийся в снег, что заставило нас продневать на этом же месте 17 число. 17 июля сделали переход лишь в 15 верст, вследствие того, что много лошадей захромали при перевале через каменистый хребет Танла. Верблюд, которого нашли третьего дня, оставался в день дневки на попечении одного амдосса, пожелавшего вести его далее, но сегодня положительно отказался встать и только жалобно кричал. Амдосец с сожалением снял с него надетую им попону и оставил. Собачка пристала к моей палатке и следовала за караваном до самой Лхасы. 19 июля прошли около 25 верст и остановились на реке Санчу. Невдалеке был виден банак тибетских сторожевых солдат, набранных из местных жителей, которых еще не было видно. Еще в феврале я слышал в Гумбуме, что старшина тибетских торговцев в Данкоре отправил 12 верховых людей в Лхасу с донесением о приходе русских, то есть экспедиции Козлова, и о намерении их отправиться в Тибет. Поэтому тибетское правительство дало местным жителям приказ особенно зорко сторожить границу и немедленно донести в Накчу, а оттуда в Лхасу о появлении русских. Лишь только мы расположились лагерем, пришли к нам эти солдаты проведать, кто мы такие, и, кстати, захватили с собой масло на продажу. В обмен брали тибетские монеты, китайские материи, но охотнее всего китайскую водку. Если они находили у кого-нибудь водку, то нельзя было отделаться от их настойчивых просьб продать. Желающий совершить выгодные, но в общем грошовые сделки, мог хорошо поэксплуатировать страсть этих дикарей к водке. 20 июля. Перевалили через хребет Бум-Цей, 100 тысяч вершин, и после 30-верстного перехода ночевали по южному сторону его. 21 июля после 35-верстного перехода достигли местности, называемой Накчу-Цанра. Это широкая равнина на юго-западном краю, которой находится небольшое озеро. Богомольцы, прибывающие из Монголии, останавливаются тут у своих знакомых банаков, если бывали здесь прежде, или же знакомятся вновь по рекомендации бывавших. 22 июля караван разбился на партии, и каждая группа поехала к знакомым банакам. Мы последовали за казначеем перерожденца Чешой к его знакомому и, пройдя около 20 верст, остановились вблизи его банака. Богомольцы, намеревавшиеся через месяц возвратиться обратно, оставляли здесь для обратного пути животных, остатки съестных припасов, ну и тому прочее. Некоторые скупали исхудалых лошадей, чтобы, оставив их здесь для отдыха, воспользоваться ими на обратном пути. Желающие оставаться в Лхасе на более продолжительное время продают за бесценок таким скупщикам животных, которым не дотащиться до места назначения. Конец 12 части.